На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 161 год со дня окончания русско-кавказской войны. Жертв насильственного переселения горских народов Кавказа вспоминают в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба представил новых руководителей Генеральной прокуратуры, СГБ, Минтуризма и Госкомитета по репатриации. Два тайных голосования, более полумиллиарда дефицита бюджета 2024 года и ряд других вопросов. Итоги очередного заседания сессии парламента. 21 мая исполнился 161 год со дня окончания русско-кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. 21 мая в Абхазии и республиках Северного Кавказа отмечают День памяти жертв Кавказской войны. Памятные мероприятия проводит и абхазская диаспора Турции. Выбор даты связан с тем, что 21 мая 1864 года в урочище Кбаада, Красная Поляна, близ древнего убыхского поселения Фяча, официально завершилась Кавказская война. В этот день по традиции в Сухуме возлагают цветы к памятнику махаджирам на набережной махаджиров, организуют факельное шествие молодежи, на набережной разжигают ритуальный нардский костер и зажигают поминальную свечу, опускают в море венки. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба приняли участие в мероприятиях в Гагре, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны. Они возложили цветы к обелиску, на месте которого будет сооружен монумент в память об абхазских махаджирах, вынужденных покинуть родину в XIX веке. Там же состоялся митинг, посвященный 161-й годовщине окончания Кавказской войны. В Черкесске почтили память жертв Кавказской войны. В День памяти жертв в столице Карачаево-Черкесской республики прошел траурный митинг. Участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. В День памяти махаджиров на Абаза ТВ с утра до позднего вечера программы, интервью, документальные фильмы, телеспектакли, видеозарисовки на стихи абхазских поэтов, посвященных трагедии насильственного переселения горских народов Кавказа. Ко Дню памяти махаджиров мы еще вернемся, а сейчас официальная хроника. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективам Генеральной прокуратуры, СГБ, Минтуризма и Госкомитета по репатриации новых руководителей, указы о назначениях которых были подписаны главой государства в понедельник. Рада Чичава с подробностями. На представлении коллективу службы госбезопасности нового руководителя Дмитрия Дбар, ранее возглавлявшего Государственную службу охраны, президент Бадра Гунба отметил, что Дмитрий Дбар также ранее уже работал в СГБ с 2009 по 2014 годы и выразил надежду, что назначенный председатель внесет значимый вклад в развитие как направления госбезопасности, так и государства. Товарищи офицеры, уважаемые сотрудники службы государственной безопасности, вы знаете, что мною подписан указ о назначении председателем службы государственной безопасности Дбар Дмитрия Сергеевича. Человек, который более 5 лет проработал в этом коллективе, можно его назвать выходцем из вашей службы. Уверен и надеюсь в том, что Дмитрий Сергеевич привнесет свой вклад в развитие становления как коллектива, так и нашего государства. Потому что именно ваша работа направлена на сохранение нашей государственности, основ ее безопасности. И в этом смысле вы люди профессиональные, люди опытные. Коллектив СКБ всегда отличался своим профессионализмом. Уверен в том, что все те задачи, которые сегодня стоят перед вами, и далее будут реализовываться профессионально. Дмитрий Дбар, в свою очередь, поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Товарищ главнокомандующий, благодарю за оказанное доверие.
Мы сделаем все, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами на благо Родины и государства. На заседании парламента республики, прошедшем 20 мая, депутаты Народного собрания утвердили кандидатуру Адгура Агарба на пост генерального прокурора Абхазии. Агарба занимал эту должность на протяжении 5 лет, с 2019 по 2024 годы. Сегодня президент Бадрагунба представил вновь назначенного генпрокурора коллективу ведомства. 5 лет совместной работы дают вам возможность понимать характер действий и профессиональные качества Адгура Нугзаровича. Уверен, что все те сложности и недочеты в работе, которые были ранее, с учетом опыта будут исправляться, отметил Бадрагунба. Нам нужна особая принципиальность и особый профессиональный подход, чтобы дела, которые в том числе благодаря вашим усилиям профессиональным готовятся в прокуратуре, не разваливались в судах. К сожалению, такой негативный опыт имеется. Надеюсь, что мы выстроим работу более профессиональную, и подходы будут совершенно новые. Для нас это принципиально важно. Это же в том числе и ваши усилия, это ваше затраченное время, это ваши профессиональные, это престиж. И не может так быть, чтобы в судах мы не смогли отстоять позицию от лица государства. В этом смысле я все-таки, еще раз говорю, очень рассчитываю на ваш профессиональный коллектив и надеюсь, что мы добьемся серьезных результатов. Адгур Агарба, в свою очередь, подчеркнул, на Генпрокуратуре лежит большая ответственность в принятии сложных решений. У нас лежит большая ответственность в принятии очень сложных решений. Однако, учитывая многолетний опыт и профессионализм работников прокуратуры, я абсолютно убежден в том, что мы сможем правильно, последовательно выстроить нашу работу, нацеленную только на достижение законности и правопорядка в нашей стране. Далее глава государства представил коллективу Министерства туризма Абхазии нового главу Астамура Логуа. Президент отметил, что туризм – одна из самых важных отраслей в экономике республики, и поблагодарил за работу бывшего министра туризма Теймураза Хижба. Вы знаете, что мной был подписан указ о назначении министром Логуа Астамура Умаровича, человека, который, безусловно, обладает профессиональными управленческими качествами. Уверен в том, что его управленческие навыки будут способствовать развитию самой главной нашей отрасли. Вы знаете, что огромное количество людей, граждан Абхазии задействовано в этой сфере, в туристической сфере. Уверен в том, что министерство всецело будет оказывать поддержку, интерес всех тех, кто задействован в этой очень важной для нас ответственной миссии. Астамур Логуа, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие и заверил главу государства и коллектив Минтуризма, что сделает все необходимое для развития туристической сферы Абхазии. Спасибо за оказанное доверие. Безусловно, сделаем все, чтобы оправдать его с нашим коллективом. Я знаком с этим коллективом. Мы возьмем все лучшее, что было при прошлом руководстве, и постараемся, в ногу со временем идя, развивать, безусловно, туристическое направление Абхазии. Есть какие-то мысли, я с вами о них делился, надеюсь, и коллектив поддержит. И будем стараться оправдывать доверие как руководства, так и нашего народа. Далее президент посетил Госкомитет по репатриации и представил коллективу нового руководителя Баграта Боджгуа. Он пожелал ему успехов и особо отметил, что перед новым председателем и комитетом стоит большое количество важных задач. Ереш пасы санза тбу хайсастаху Вадим Николаев акыршукс сджиба хараку хара хампада хгухракус дахало аус демография айзер хара репатриация заров хацбараза и джиба илагалы дары рацов. Вадим Николаев хара джиргит хашцом аус эйцахо танырски ера ихпша ера ибанагара ера репатриация цара курза имо агванагара харт эйцхазепшу сгуяна год ера икутаква
Хайцхорана из нахцу хумпада ибзидзаны лахкаот хара хунткара курхара зара нахто хара хопхзара демография зара али ахойла капцейште иждырот татурых япыстыз высогорипа арцинба апхза хацер питаре ус сгуяна года при ихаужран зихоцо аус мачемки ихоцо то я хайрацо. Баграт Боджгуа, в свою очередь, поблагодарил главу государства за оказанное доверие, а коллектив и бывшего руководителя комитета за плодотворную работу на благо абхазского общества. Коллектив. Владислав Григорьевич и поицыз успор бабка и рабзорал бабизик золото и тому ударится сейчас чеба мачится чеба абсарацо ехаться торачо ехаться мачится бился литиграчо убрел шарахал от. Бывший руководитель комитета Вадим Харазия тепло поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Коллектив схарханы и то харас харстахуб ехепи арыцх валашер арыцх турохачу дарах акрестаскол заразгуяна год хампада абрахафиго и пшо типача алшара финансифия пишат хавлар рейткаларача хавлар шасирмо джинч арнткарар гулурча дерге хампада алшара дершрата ансфера пишат и хава кагилзем дешкал силушенкан арнткар ургулар колотаха хампада джинджа алохна убри. Указ о назначениях новых руководителей ведомств и комитетов был подписан главой государства в понедельник, 19 мая. Рада Чачава, Инала Гухава, Абаза ТВ. На очередном заседании сессии парламента депутаты утвердили Адгура Агрба на должность генерального прокурора, досрочно прекратили полномочия депутата парламента Адгура Харазия, внесли изменения в закон о Нацбанке, рассмотрели изменения законодательства в сфере оборота оружия и кадастре, внесли правки в закон об НДС в связи с запуском Сухумского аэропорта, приняли бюджеты всех внебюджетных фондов и республиканский бюджет за 2024 год, а также вывели 7 земельных участков из категории сельхозназначения в категорию земель курортно-оздоровительного назначения и населенных пунктов. Подробности у Марианны Котовой. Адгура Агрба утвердили на должности генерального прокурора путем тайного голосования. 25 депутатов проголосовали за его кандидатуру и 3 против. Всего проголосовали 28 человек. Предварительно на комитетском заседании народные избранники пришли к выводу, что будут рекомендовать Адгура Агрба вновь на эту должность. На комитете было принято решение рекомендовать на назначение на должность генерального прокурора Агрба Адгура Нукзаровича. Положительное было решение. Само видео даже, наверное, с этого комитета, оно было в сети. Я думаю, и вы, коллеги, уважаемые, кто не смог присутствовать, и общество в целом видело и те вопросы, которые обсуждались, и ответы, которые были получены. Как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты оказали значительный кредит доверия бывшему и уже нынешнему генпрокурору, и его необходимо оправдать. Агрба, в свою очередь, принес присягу в зале заседаний парламента. При осуществлении полномочий Генерального прокурора Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законы Республики Абхазия, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. Также тайным голосованием депутаты лишили мандата Адгура Харазия, находящегося в уголовном розыске. За лишение его депутатских полномочий проголосовало 26 народных избранников. 2 испортили бюллетени. Народное собрание постановляет считать досрочным прекращением полномочий депутата Народного собрания Харазия Адгура Рафетовича, избранного по 26-му избирательному округу.
В первом и втором окончательном чтении приняли депутаты бюджеты внебюджетных фондов за прошлый 2024 год. Фонд медицинского страхования выполнил свой бюджет на 100%. Им финансируются две программы – лечение онкобольных и родовспоможение. Пациенты были обеспечены 100%. Все буквально, то есть никого не оставили, даже на переходящий январский следующий год, то есть за 2025 год. И то, что касается программы по родовспоможению и беременных женщин, тоже было исполнение. Просто там единственное, что неисполнение взяты, предусмотрено в бюджете, потому что у нас чуть уменьшились роды и чуть больше стали выезжать. Основная проблема, с которой сталкиваются все фонды – невозможность взыскания долгов с юридических лиц. Один из самых злостных неплательщиков – РУП «Черноморэнерго». Как бы вот «Черноморэнерго» опять у нас уже 3 месяца, даже больше, чем 3 месяца, они ничего не перечисляют. Ни как текущие, ни как долги, которые они сами же подписали. Я думаю, что придется нам уже выставлять или в арбитражный суд, или на инкассу, как мы это делаем, через налоговую. Полную версию репортажа из Народного собрания смотрите после выпуска новостей. Вести из зала суда. Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения. Ларик Джения признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Срок отбытия исчисляется с момента его фактического задержания. С 14 июля 2022 года, сообщается на сайте суда. Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба. С 7 сентября 2023 года житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года. В него минимум 4 раза выстрелили из автомата. Его тело закопали на приусадебном участке. Министр юстиции Анри Барцыц представил Республику Абхазия на площадке 13-го Петербургского международного юридического форума, выступив с докладом на тему «Цифровая трансформация юстиции от документооборота к искусственному интеллекту». Как сообщает пресс-служба Минюста, в своем выступлении министр подчеркнул, что цифровая трансформация в правовой сфере – это не отдаленная перспектива, а объективная необходимость, продиктованная временем, технологическим развитием и ожиданиями граждан. Мир переходит от традиционного документооборота к системам, где ключевую роль играют искусственный интеллект, автоматизация процессов и международное цифровое взаимодействие, отметил он. Анри Барцыц также затронул вопрос создания межгосударственных цифровых платформ, обеспечивающих быстрый и защищенный обмен юридически значимой информацией между государствами. Об энергетике. Министр энергетики Батал Мушба провел расширенное совещание, посвященное анализу текущих результатов в сбытовой деятельности и вопросам ее повышения. В расширенном совещании приняли участие представители Министерства энергетики, начальник управления сбыта РУП Черноморэнерго Саид Блабба, а также начальники всех районных филиалов и сбытовых управлений Черноморэнерго. Обсуждались вопросы, связанные с подведением итогов работы в сбытовой деятельности за январь-апрель 2025 и оперативного внедрения биллингового программного обеспечения. Батал Мушба поставил перед сбытовыми управлениями задачу по качественному повышению собираемости, оплаты за электроэнергию во всех районах страны и недопустимости снижения финансовой дисциплины по оплате за электроэнергию юридическими лицами. Группа российских специалистов по договоренности между Министерствами энергетики Абхазии и России находится с рабочей поездкой в республике. В Минэнерго состоялась встреча с ними, а российские и абхазские специалисты обменялись мнениями по результатам осмотра объектов электроэнергетического комплекса Абхазии. На встрече также обсуждались вопросы работы биллингового продукта Черноморэнерго. Рабочие встречи и осмотр объектов сетевого и подстанционного хозяйства республики российскими экспертами будут продолжены, сообщает телеграм-канал Минэнерго. По итогам рабочей поездки предполагается разработать рекомендации по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса Абхазии.
И снова к сегодняшней дате. В Сухуме в Музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгу открыли специальную экспозицию, приуроченную ко Дню памяти жертв Кавказской войны. Центральным элементом стала инсталляция «Родовое дерево», где каждый желающий может вписать фамилию и изобразить родовой знак – тамгу. Тему продолжит Заур Кварчи. 161-я годовщина окончания русско-кавказской войны напоминает об одной из самых тяжелых трагедий в истории Абхазии – махаджирстве, когда сотни тысяч абхазов были вынуждены покинуть родину из-за колониальной политики русского царизма. Центральное место в экспозиции занимает переносная инсталляция «Родовое дерево». Каждый гость музея может вписать на специально подготовленных листочках свою фамилию и изобразить родовой знак тамгу. Это символическая попытка восстановить связь между прошлым и настоящим, между ушедшим поколением и живыми потомками. Позади меня можно видеть нашу экспозицию, это так называемое родовое дерево, где каждый желающий может прийти и написать на листочках, вот здесь выставленных, свои тамги, свои фамилии. То есть в Абхазии представлены некоторые фамилии в очень маленьком количестве, буквально 1-2 семьи. Это как раз результаты Кавказской войны и выселения народов. На больших знаменах редкие абхазские фамилии и их символы. Все эти баннеры были изготовлены специально, чтобы напомнить, даже если род покинул родину, его имя может быть возвращено в историю. Многие фамилии просто исчезли. Вот позади меня вы видите большие знамена, мы их специально заказывали в Нальчике. В прошлом году как раз было шествие, и, к сожалению, это довольно дорогостоящее мероприятие было, поэтому мы перешли к более такому масштабному, скажем так, варианту, чтобы большое количество людей могли быть представлены со своими фамилиями. Поэтому мы решили сделать в виде родового дерева. Сегодня в 19:30 оно будет экспонировано на берегу, где каждый желающий может подойти и непосредственно, то есть, записать свою фамилию. После этого это все будет внесено в специальный каталог, и этот каталог будет храниться и выставляться здесь, в нашем музее. Экспозиция будет доступна для посетителей в течение недели. Как подчеркивают сотрудники, это не только выставка, но и просветительская миссия, особенно важная для молодого поколения. Сегодня будет большое количество гостей, посетителей. Мы будем проводить экскурсию, посвящать непосредственно в историю событий, освещать это, потому что, как оказалось, не так много людей правильно понимает вообще эту дату. Многие считают, что это некое торжество, но на самом деле это трагичное событие. По моему глубокому, с человеческой точки зрения, лучше бы этого дня на самом деле не было, потому что это огромная трагедия для наших народов. Но, к сожалению, что есть, и поэтому мы должны помнить это, освещать и рассказывать как можно большему количеству людей, тем более новое поколение подрастает, и оно должно быть посвящено в истории своей страны. Музей истории зарубежных абхазов был основан в 2013 году. Его экспозиция рассказывает о жизни абхазских диаспор в Турции, Сирии, Иордании, Египте и в других странах. Более 100 экспонатов, среди которых личные письма, старинные фотографии, издания на абхазском языке, собранные в научных поездках или переданные потомками махаджиров. Здесь вы можете видеть разного рода экспонаты, которые были переданы в дар. Люди сами приносят, мы ищем в том числе, то есть это постоянные выезды на Северный Кавказ, в Турцию в том числе. Мы исследуем наши архивы, в том числе и люди тоже привозят с собой периодически. То есть к нам, например, вот в прошлом месяце приезжала диаспора, и они передали кое-какую литературу и кое-какие личные вещи, в том числе Омара Бегу, ряд интересных писем. Часто, достаточно, по крайней мере, раз в 2 месяца точно, к нам приезжают представители диаспоры из Турции, были диаспоры из Сирии в том числе, даже несколько человек было из Японии. Сегодня здесь, в доме номер 9 по улице Чачба, собирают и сохраняют память, чтобы через годы и поколения знали, у этого народа глубокие корни. Экспозиция работает по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.
Выставка абхазского художника Бориса Ашуба «Между двумя берегами» открылась в Центре народного творчества имени Ивана Кортова в Сухуме 21 мая. Она посвящена трагической дате – Дню памяти жертв Кавказской войны. Слово Алисия Адлиба. «Между двумя берегами» – так звучит название выставки работ Бориса Ашуба. Здесь представлено около 75 работ художника. В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные деятели, ценители искусства и школьники. В самом начале мероприятия директор Республиканского центра народного творчества имени Кортова Нурик Варчия попросил почтить память всех, кто погиб в ходе вынужденного переселения с Кавказа, минутой молчания. Амхаджирчва рубалашара. Убрехант ахра каствайт минутк чумтрала яхгала харшарц амви юкуз изынамдаз изызхамгаз амхаджира аджмого бабс якша замилат. Также на выставке выступили школьники, которые зачитали стихотворения именитых поэтов о махаджирстве. В экспозиции представлены пейзажи, портреты, натюрморты. Как отмечает сам Борис Ашуба, ему хотелось бы провести подобные выставки и в дальнейшем. Выставка открылась сегодня, будет продолжаться до 23 числа, 3 дня, посвящена Дню памяти махаджира. Дело не в количестве, а дело в содержании работ. Экспозиция Бориса Ашуба «Между двумя берегами» посвящена 161-й годовщине русско-кавказской войны, открыта для посещения до 23 мая. Алиса Адлиба, Сесракуа Гухава, Абаза ТВ. Последний звонок в 153 школах республики прозвенит 22 мая. 3 учеников претендуют на золотые медали, но им еще предстоит сдать выпускные экзамены. Экзамены начнутся 27 мая и завершатся 20 июня. 11-классники будут сдавать 5 предметов, один из них по выбору, добавил пресс-секретарь Минпросвещения Аслан Кутеля. Первый класс в этом году окончили около 2500 учеников, подготовительные классы выпустили около 500 детей. Детские сады по всей республике закончат около 1300 детей. Театр и искусство. Спектакль Егора Равинского «Отцы и дети» в исполнении актеров столичного театра Фазиля Искандера появился на страницах апрельского выпуска нью-йоркского премиум-издания «Артега». Это работа известного абхазского фотографа Эльзы Чанба. Как заявляет редакция издания, «Артега» — это больше, чем просто журнал. Это яркий центр моды и творчества, освещающий мир искусства. Теперь, благодаря Эльзе Чанба, на его страницах и представители прославленной на многих российских театральных сценах труппы нашего Русдрама. Театр имени Фазиля Искандера с большим успехом показал спектакль «В лучах» на фестивале «Ломоносов Фест» в Архангельске. Спектакль о величайшей женщине-ученой Марии Кюри в постановке Антона Корнилова с Ириной Делба в главной роли был представлен на театральном фестивале, посвященном тематике науки и технологий. Постановка «В лучах» вызвала единодушное принятие зрительской аудитории, устроившей актрисе Ирине Делба длительную овацию, и произвел глубокое впечатление на членов экспертного совета, в составе которого ведущие театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга. Критики отметили высокий художественный уровень и художественную целостность спектакля, подробную и точную режиссуру, выразительную сценографию и свет, и по-настоящему крупную, серьезную, по мнению ряда критиков, выдающуюся актерскую работу Ирины Делба.
На этой неделе в Абхазии будет 3 выходных дня. В пятницу 23 мая в республике отмечается День святого апостола Симона Канонита. Канонит, один из 12 учеников Иисуса Христа, проповедовал в Абхазии в середине 1 века и принял мученическую смерть в ущелье реки Псерцха. Сейчас о погоде. 2 мая территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием выноса тепла с юга, переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 20 до 25 градусов. Температура морской воды 16 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.